Еще есть вопрос? Да, два вопроса. Микрофон включите. Два вопроса. Пожалуйста. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас соотношение между контрактниками и неконтрактниками какое? Примерно. То есть есть контрактники? ВКНБ все контрактники. Все контрактники. Да. За исключением вольно-наемного состава, который по трудовым договорам, это в основном оптовые сотрудники. Все, не вопрос. Представители Джуркинш. Есть вопрос? Нет? Коллеги есть? Эмиль Дзюдошевич. Нет, вот такой вопрос. В общем-то, исходя из вашего выступления, хотя положение касается всех военнослужащих, что по контракту, тем не менее основания, предусмотренные для увольнения из военной службы, предусмотрены только для сотрудников национальной В безопасности. части утраты Да, только в части утраты. Только в части 6.1. Только остальные в части 6.1. То есть, в полном объеме на всех расписано. Скажите, пожалуйста, вот вообще все основания, которые предусмотрены в данном положении, они могли найти свое место, скажем, в законе? Что об органах, может быть, национальной безопасности, может быть, о порядке прохождения военной службы? Я Вообще, понимаю вашу позицию, если сказать. Да. Я понял вашу позицию. Да, как я ранее отметил, законы, как вид нормативных правовых актов, в соответствии с законом об НПА, регулируют наиболее важные, да, общественные отношения. Поэтому здесь я не вижу коллизий. Если в самой статье, в абзаце 1, части 1, указывается, делается отсылка на положение. Вы считаете, что основание для увольнения, то есть как само основание? Как основание вообще. Вы Приказе считаете это мы менее важно? Нет, вы считаете это менее такое важный момент правового регулирования, что он должен быть указан в положении, в подзаконном акте? В принципе, этот вопрос рассматривается в данное время нами, но учитывая, что у нас политика военной области возложена на ГШ и ГКДО, пока с их стороны каких-либо предложений не поступает. Мы изначально, даже когда, я же сказал, постановлением вносили такие изменения, они отказались. Вообще, еще один такой вопрос. Хотя и не возражали. Есть ли основания для увольнения, которые, скажем, по специфике работы этого вашего органа национальной безопасности, которые могут быть присущи только органу национальной безопасности? Коррупция на всех распространяется. Нет, вообще, то есть вы считаете, что специфика оперативно-розыскной деятельности. Я имею именно, исходя из специфики, какие-либо могут быть основания для увольнения сотрудников национальной безопасности органов, которые присущи только, скажем, и не могут быть, скажем, достоянием такого для всеобщего обозрения. Могут быть такие основания для увольнения? Или они возможны? Это возможно распространяться. Неопределенный круг лиц может распространяться, занимающих соответствующие государственные должности. Все понял, спасибо. Коллеги, есть вопрос еще? Нет? Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в дисциплинарном уставе тоже нет никаких вопросов, проблем. Но все-таки, на ваш взгляд, если в дисциплинарном уставе четко не прописываются сроки предоставления копий приказа об увольнении, можем ли мы говорить о том, что отведенный 10-дневный срок на обжалование защищает права военнослужащего? Если можно, как я сталкивался на практике, буквально представление выносится, подписывается, ознакомливается, представление перед увольнением, перед самим приказом представление готовится, у нас, по крайней мере, порядок. С ним ознакомливают, обязательно увольняем, которым предлагается взыскание. Он должен ознакомиться, либо может отказаться, как в нашем случае я к Ламбекову поступил. Приказ доводится немедленно, с момента подписания регистрации, доводится до конкретного адресата. В данном случае Фламбеку отказался
прибыть и получить приказ, и получить, соответственно, трудовую книжку. У нас такой порядок. То есть здесь каких-либо оснований ущемления прав в связи с этим 10-дневным сроком мы не видим. Хорошо, вопрос о ознакомлении с приказом об увольнении. Это сопровождается с выдачей копии приказа об увольнении? При желании могут выдать ему выписку, но здесь в данном случае получилось как? Приказ датируется 27 январем, с исключением из списка личного состава с 30 января. То есть получается с 30 января он полностью теряет статус военнослужащего, как об этом говорил представитель Джордж Кенеша. Возможно, он тянул специально для этого, чтобы потом в рамках Трудового кодекса двухмесячный срок не спеша подать свои исковые требования в гражданском порядке. Вот как раз таки в своем ходатайстве он пишет о том, что не смог получить своевременно приказ об увольнении. Да, он обращался, я это просмотрел личное дело, он обращался, но ему было отказано в связи с, так как на момент, когда он 30-го обратился, он уже, получается, не имел статус военнослужащего, тем более не являлся сотрудником ГКНБ, а документы, соответственно, приказы и иные документы, которые он просил, имели соответствующий гриф ограничения. У нас личный состав имеет, приказы, касающиеся личного состава, имеют соответствующий гриф ограничения. И в этой связи ему было предложено в случае обращения в суд затребовать в официальном порядке. Также поступили в гражданском судопроизводстве, мы представили все документы на обозрение судьи. И лично сам он сидел, ознакомился еще раз повторно. Хотя он уже был знаком с приказом, с представлением. То есть ему в получении копии приказа было отказано. Было отказано. И в этой связи, получается, он пропустил срок для подачи иска в суд. Нет, мы считаем срок исковой давности, наступление срока исковой давности с момента утверждения заключения служебного расследования, когда начальник или командир узнал о совершенном правонарушении. С 11 января 2017 года. Вот откуда начинается срок исковой давности. Нет, с момента издания приказа, не путайте здесь. Там как раз таки написано с момента наложения дисциплинарного взыскания. Вопрос наложения начинается, когда руководитель... Это предварительные процедуры. Да, это предварительные процедуры, следствием которого станет издание соответствующего приказа. А в отношении абзаца 3, я, извините, Хорошо. я туда пошел. Пожалуйста, Следующий вопрос. Вы согласны с мнением вашего коллеги предыдущего, который сказал, что все-таки проблема правового регулирования в этом существует? Речь идет о норме, которая в положении, которое устанавливает 10-дневный срок на подачу жалобы. При этом не указывает, да, какой вид дисциплинарного, о каких видах дисциплинарного взыскания идет речь, да, то есть связанные с увольнением, не связанные с увольнением, обжалование вышестоящему начальству или, скажем, в судебном порядке. Вот с этой точки зрения ваше мнение как представителя вашего ведомства? Я могу однозначно сказать, что не вижу каких-либо проблем. Человек заинтересованный, он вправе уложиться в эти 10 дней. Когда особо срочный документ укладывается за полдня, тем более его интересы, он знал, что к этому придет вопрос на увольнение. Скажем тогда, вот такую Заключение ситуацию, да, он обжаловал, скажем, решил обжаловать решение о наложении взыскания, не связанного, скажем, с увольнением, да, не согласен с своим начальником, внутри ведомства, председателю ГКНБ, или как сейчас, я не помню, что называется. И на это тоже проходит определенное время. Но в связи с этим течет и время обращения в суд, то есть он не хочет дело доводить до суда. И в этом случае вы тоже не видите никаких проблем. И что вы уложитесь рассмотреть и, скажем, внутри ведомственно этот вопрос обжалования, дисциплинарного взыскания, и оставить время для обдумывания вашему сотруднику для обращения в суд? Ему параллельно, как я в своем выступлении указывал, что в спорных случаях он имеет право на обращение в районный городской суд. Это конкретно статья
о статусе военнослужащих. Он обратился к председателю ГКС. Председатель например. в установленные сроки обязан рассмотреть. Кто затянул рассмотрение, тот, соответственно, будет нести. Но, тем не менее, его права по срокам рассмотрения его жалобы не должны ущемляться. 10 дней должны уложиться. Понятно. Спасибо. Присаживайтесь.